Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. На телеканале «Ингушетия» программа «Главное». Мусорная реформа в нашей стране официально начала свою работу с 1 января 2019 года. Какую работу проводит в регионе для правильного распределения мусорных отходов и ликвидации стихийных свалок? Поговорим об этом и многом другом с гостями нашей студии. Муса Харсиев, заместитель главы администрации города Назрань. Харон Бекбузаров, заместитель руководителя Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора. Осман Евлоев, заместитель главы администрации Сунжинского района. Ахмед Мизиев, помощник главы администрации города Сунжа. Яхья Шадиев, заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Республики Ингушетия. Азраил Джандигов, заместитель главы администрации города Карабулак. Адам Баркинхоев, начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии. Харон Хамхоев, исполнительный директор ООО «Экосистема». И Алихан Хамчиев, директор МУП, управляющая компания города Карабулак. Я вас приветствую в нашей студии. Для начала мне хотелось бы, чтобы рассказали о мусорной реформе в Республике Ингушетия. Наверное, Адам, вы расскажете немного подробнее о ней. Микрофон, пожалуйста. С 2018 года наша республика перешла к новой системе обращения с отходами. Выполнили всю необходимую работу для перехода. Это и разработка нормативно-правовой базы, и отбор регионального оператора в области обращения с отходами. Всю работу сделали, начали действовать. С момента начала организации этой работы на территории республики данная работа именно по сбору и своевременному вывозу отходов осуществлялась недостаточно хорошо, так сказать. Вообще хотелось бы рассказать, что означает новая система обращения с отходами. Если ранее, до введения новой системы, деятельность по сбору, вывозу и дальнейшему обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляли предприятия, частные предприятия, вне зависимости, кто хочет, в общем-то, кто желает это делать, этим заниматься. На сегодняшний день это могут делать только региональные операторы. У нас в республике один региональный оператор на сегодняшний день. Только этот региональный оператор может организовывать работу по сбору, вывозу, утилизации, размещению отходов. Но это не значит, что региональный оператор единолично осуществляет, единолично эту деятельность осуществляет. С рынка другие организации не выводятся. Просто в этом случае, если отобран региональный оператор, он проводит аукцион, отбирает организации, которые готовы осуществлять также сбор, транспортирование отходов, и всю эту деятельность должен контролировать региональный оператор. Опять же, отвечает за эту деятельность на территории республики тоже региональный оператор. А вот сил хватает у регионального оператора, чтобы во всех районах, городах? Как показывает практика, недостаточно. Потому что очень много жалоб со стороны населения, со стороны органов власти, со стороны организаций, вплоть даже до войсковых частей. Они тоже жалуются, что вовремя отходы не вывозятся. Нельзя сказать, что, конечно, не работает региональный оператор. Он работает, но не справляется должным образом. Есть проблемы, есть пробелы в работе. Давайте послушаем, наверное, представителей регионального оператора. В чем все-таки проблема, почему не справляетесь? Для начала хотелось бы отметить, что мы действительно с 2018 года приступили к своей деятельности по вывозу, обработке и размещению твердых коммунальных отходов. Сталкиваемся с рядом проблем. Первая проблема – это неспособность и не приучение наших людей вообще к оплате коммунальных услуг вообще в целом. То есть это первый этап, это заключение договорных отношений. Сегодня мы видим картину, как люди выставляют твердые коммунальные отходы на центральные улицы наших городов. Из-за этих у нас постоянно были проблемы и в городе Назране сейчас, и в городе Карабулаке, до этого в Сунже. То есть люди не привыкли платить за коммунальную услугу, за вывоз твердых коммунальных отходов в основном.
В дальнейшем, да, у нас есть ряд проблем, не только у регионального оператора по вывозу, но так и с населением в целом. Начнем с мест накопления контейнерных площадок, то есть мест накопления отходов, которые отсутствуют более 80%. Очень жаль, что Адам этот момент не указал, но я здесь, и поэтому говорю, основная проблема – это отсутствие мест накопления отходов, согласно той схеме, той проектно-сметной документации, которую разрабатывал Минприроды. Это первый вопрос. Второй – это, как я сказал, проблемы с населением, которые не привыкли. И в-третьих, вывоз по линиям и отходы, которые образуют люди на несанкционированный сбор этих отходов. Мы направляем уведомление этому собственнику земельного участка. Если эти отходы не вывозятся, мы вывозим и выставляем счет. Мы эту работу в данный момент не практиковали, потому что если эти отходы у нас стоят более суток, сразу начинаются жалобы на рекоператора. Поэтому тут нельзя все скидывать. То есть если вы на каком-то участке увидели мусор, то вы можете его забрать, а потом счет предъявить хозяину. Сначала мы направляем уведомление собственнику этого земельного участка о том, что на его территории находится несанкционированный сбор. Если в течение 2 недель нет никакой реакции, мы вывозим эти отходы и, собственно, уже выставляем счет. То есть ставите вы его на собственнику земельного участка. Да. Мы просто эту практику еще не начали, но мы эту работу начнем уже в этом году, поэтому нельзя все скидывать в целом на рекоператора. В принципе, все. Ну, давайте примем телефонный звонок. Алло, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Говорите, вы в эфире. Алло. Да. Сердик Хайшин. Шунахал, Сердик. Я хотела спросить, мы 2 года платим чистому миру, и они вовремя приходят, увозят мусор. А мне неделю назад пришла платежка с экосистемой, что я должна 4160 рублей. А все квитанции, которые я оплачивала чистому миру, у меня сохранились все на месте. И с какой стати мне платить 460? На этот вопрос. И я звоню по номерам, которые там указаны. Ни один номер не берут, не отвечают. Вообще не берут трубку. Звонки, гудки доходят, а не берут. Мы вас услышали, Баркыл. Наверное, вопрос все-таки к вам. Действительно, я об этом слышу не впервые. Почему так происходит? Действительно, мы начали работу по рассылке счетов по всем абонентам нашей республики, чтобы заключить договорные отношения, чтобы довести информацию до людей, что договор является обязательным с региональным оператором согласно федеральному закону 89. Да, очень много людей обращается, приходит к нам в офис с такой же проблемой. Выставляется вопрос у нее, если она оплачивает чистому миру и оплачивает, скорее всего, исправно, так за что выставляется счет вами? Нет. Да. Заключение, еще раз повторюсь, заключение договорных отношений с региональным оператором обязательным. Поэтому мы сделали эту рассылку счетов, чтобы люди приходили, чтобы мы это все объясняли и не заключали договорные отношения. Какую-то, да, вы там написали, чтобы люди приходили? Вообще там идут уведомления и суммы. Это в основном они пошли по одной сумме по всей республике. Но у нас на самом деле стоит цена не 400 рублей со двора, не 500 рублей со двора, а с каждого проживающего. То есть, если человек проживает один, естественно, у него отходов меньше, значит, он должен, соответственно, платить меньше. Это касается частного сектора? Это касается и частного сектора, это касается и МКД. Поэтому рассылки, они пошли практически всем. Люди обращаются, не знаю, почему абонент не дозвонился. Если бы оставили адрес, я обязательно проконтролировал бы, но... Скажите, а эту сумму откуда вы взяли? Вы ее просто так взяли, написали и отправили людям? Нет. Сумма выставлена согласно нормативам накопления твердых коммунальных отходов, которые у нас есть установленные правительством в 2016 году. И согласно тарифу, который установила РЭК, региональная техническая комиссия за обращение с твердокоммунальными отходами. Так если телезрительница наша, не имеет задолженность перед чистым миром,
откуда-то появляется экосистема, которая говорит: оплатите мне 4000 рублей. За что, если я плачу за вывоз мусора? Нет, за невывезенные отходы никто этих абонентов взыскивать не будет. Просто при получении платежного поручения... Давайте все-таки объясним нашим телезрителям, потому что эти вопросы возникают и в социальных сетях, наверняка вы про это читали, и телезрители наши обращаются, что если за человеком не имеется задолженность, то вы никакие счета им не предъявляете. Просто необходимо заключить с вами договор и оплачивать только экосистеме, правильно? Да, все верно. Чистому миру платить не нужно, да? Или мы должны и там платить? Понимаете, сейчас на данный момент у нас в республике проблема в том, что отходами занимаются практически все. Это очень много организаций на самом деле занимаются по вывозу твердых коммунальных отходов. Откуда вывозятся и где эти отходы размещаются, нам неизвестно. То есть эти отходы должны с пункта А прийти в пункт Б, то есть на полигон, и должны быть обработаны и размещены на полигоне. Именно из-за таких ситуаций мы не можем посчитать общую массу отходов в нашей республике. То есть договорные отношения должны быть только с региональным оператором. А то, что договор был ранее заключен с Чистым миром, он уже как бы недействительный, да, получается? Ну, тут дело не только в Чистом мире. Вообще все организации, которые занимаются с обращением отходами, то есть вывозом, транспортировкой, во-первых, они не имеют права вести эту деятельность. Во-вторых, население мы обращались и через телевидение, мы тут проводили, и через газеты, через информационные порталы доводили информацию, что договорные отношения должны быть только с региональным оператором. Ну, давайте посмотрим следующий видеоматериал и попытаемся таким образом хотя бы довести до наших жителей республики, что да как. Внимание. Весна – время перемен. Вот и с начала этого месяца они наступили на территории Назрани. С 1 марта вывозом мусора по городу теперь будет заниматься региональный оператор ООО «Экосистема». Вопрос, казалось бы, простой, но его незнание может вызвать у жителей города некоторые проблемы. Как известно, в конце 2018 года по стране прошла программа по определению региональных операторов на ее территории. В нашей республике им стала «Экосистема». На территории Назрани она начала работу с прошлого года. Помощь в вывозе мусора за этот год им оказывала ЖКХ города. Все, что сейчас необходимо жителям города, это заключить договорные отношения с региональным оператором. Ну а за вывоз мусора уже по закону «Экосистема» имеет полное право выставить счет. Его должен будет оплачивать собственник жилья. Стоит отметить, что до функционирования «Экосистемы» вывоз мусора осуществляла и частная организация «Чистый мир», которая и дальше будет работать на территории города. Вы начали свою работу с 1 марта, правильно, в городе Назрань? А вот с каким фронтом работы вам пришлось столкнуться там? Ну и в городе Назрань это самый густонаселенный пункт нашей республики, поэтому в основном в городе Назрани тоже очень много проблем именно с местами накопления отходов, не только ИЖС, но и МКД. Мы ведем переговоры с администрацией, тесно сотрудничаем. В свою очередь мы готовы не только в Назрани, и в Малгобеке. У нас поставить контейнеры, если определят места, мы пойдем навстречу, поставим контейнеры и уже перейдем на более безопасное обращение с отходами. Такая же ситуация, даже хуже, у нас была в городе Малгобек. В прошлом году, наверное, все помнят, оттуда шли многочисленные жалобы в наш адрес. Да. Мы сели за стол переговоров, переговорили и пришли к тому, что мы, в свою очередь, пойдем навстречу, поставим 100 баков, и администрация закупит дополнительно 50. На сегодняшний день в городе Малгобек с вывозом твердых коммунальных отходов нету ни одной проблемы. То есть никакой проблемы нету. Есть установленные места накопления отходов, есть нормативы накопления. Согласно этим нормативам мы вывозим. Понимаете, вся проблема в том, что когда этот мусорный пакет лежит на земле или на обочине, его все замечают, для всех это проблема. А если бы он лежал в баке, в контейнерном баке, в закрытом, никто не обратил бы на него внимания. Мы действительно хотим к этому прийти, чтобы у нас установили
места накопления отходов, в свою очередь мы готовы оказать любое содействие в этом плане любому муниципалитету. И чтобы эти отходы не вываливались на центральные наши улицы, а лежали там, где они должны лежать. То есть... Вы не думали о том, что это как бы годами выработанный механизм жителями города, и исправить это там за год или за два будет невозможно? В том-то и дело, что мы это прекрасно понимаем, в том-то и дело, что мы это знаем, поэтому мы и проводим эти работы. Вот, поэтому этот Малгобек и был первым пробным, который действительно перешел. Я не скажу, что у нас люди, если поставить контейнерные площадки, будут кидать его не в бак или мимо бака. Я думаю, что наши жители могут спокойно пройти тоже 100-150 метров и закинуть это отходы там, где это предназначено. Просто надо эту информацию грамотно донести до людей. Ну, будем надеяться, но и будем стараться доносить. Муса, расскажите, вот 2 раза в неделю вывозят мусор, да, в городе Назрань. Этого достаточно? Салам алейкум, Саидович. Нет, 2 раза в неделю вывоз мусора по городу Назрань – это существенно недостаточно. Потому как масса самого твердого бытового отхода, оно гораздо больше, чем нежели график, поставленный рекоператором. На сегодняшний день мы разрабатываем дополнительные места для размещения мусорных баков, но опять же есть проблема. Наверное, рекоператор не понимает такую ситуацию, что если каждые 150 метров 200 метров организовывать строительные площадки, то просто этих строительных площадок разрастутся настолько много, что уже назрянет уже другая проблема. То есть, чтобы разрешить одну проблему, мы навязываем другую проблему. И тем более, что вот существует участок ИЖС, улица, скажем. И перед чьим двором поставить его? Построить. Кто позволит перед своим домовладением поставить строительный вот этот мусорный бак? То есть эту площадку. Да. То есть это неразрешимая проблема. Я так думаю, если есть абонент у рекоператора, то не абонент должен прийти к рекоператору, а рекоператор, или кто бы он другой ни был, должен прийти к абоненту. Тем более это платная услуга. То есть, как раньше муниципалы ходили по улицам, вот так и нужно забирать этот мусор. И тут же предлагать свои услуги, свои индивидуальные баки, которые почему-то у других компаний очень хорошо складываются договорные отношения. При таком отношении, если каждому абоненту выставлять свои мусорные баки, то есть, скажем, тот же «Чистый мир» или же любой другой организации. Построить, вот рекоператор сейчас сказал, да, у них такие проблемы существуют. 80% не хватает строительных площадок. В муниципалах этих 80% не хватает именно этих мест для строительных площадок. Их некуда просто поставить. Да, как быть в этой ситуации? Площадок под контейнеры, я имею. Вот, чтобы выйти из ситуации, я и говорю, предлагаю не абонента вести к оператору, а оператор проходит к абоненту. То на каких-то выгодных условиях, абонент, да, чтобы хотели заключить договор? Почему-то МРСК, другие энергоресурсы или же услуги подобного характера, они приходят, любой орган, который предоставляет услуги, приходит почему-то к абоненту. Если образовывается абонент и сфера его обслуживания, то обслуживающая сторона за определенную услугу приходит к абоненту. Они к абоненту какие-то 200, 300, 500 метров куда-то ходят, выставляют мусор. Для города Назрань подобное отношение неприемлемо. Скажите, вот если мусор все-таки вывозят в неделю 2 раза, да, насколько нам известно, до того времени, пока вот во 2-й раз в неделю приедут представители регионального оператора, весь этот мусор, он стоит, получается, на улицах, Ну, да? куда ему деваться?
То есть дополнительных каких-то Да, нет, дополнительно, если рабочих чистый сил мир нету, имеет да? какие-то договорные отношения, или другая компания с кем имеет индивидуальные отношения, естественно, он и никуда мусор, они не увозят куда-либо выставлять мусор. Просто я знаю, когда это было, как бы входило в администрацию города, каждое утро там выезжал трактор, собирали Да. мусор, забирали. Сейчас этого нет. Сейчас с 1 марта это вопрос уже исчерпан. То есть муниципальное учреждение МУП ЖКХ не занимается вывозом твердых бытовых отходов. Скажите, вот вы как бы курируете, да, работу регионального оператора. Как оцениваете работу? Если вот представители администрации говорят о том, что 2 раза в неделю вывозить мусор, этого недостаточно, вы можете как-то повлиять на это? Роспроднадзор, да, мы как федеральный орган, полномочия по работе регионального оператора проверять, как они работают. Но тут палка от 2 концов. Вот я слушаю регионального оператора, слушаю муниципалитета. 80, это в федеральном законе об отходах производства и потребления, там все прописано, кто за что отвечает. Вот Но не каждый ведь будет читать это, да? Да, я понимаю, я хочу объяснить. Вот представитель муниципалитета говорит, у нас мест нету, пусть как хочет, так и делает. Никак. Ну примерно, я говорю, это пусть ходит по дворам, пусть заключает договора, вопросов нет, я ничего не говорю. Региональный оператор говорит, мне по закону должны места определить, отдать, я оттуда обязан вызывать. В принципе, правы. Но людям-то от этого не легче. Да, вот я хочу сказать, пока сегодня муниципалитеты, региональные операторы не сядут между собой, не определятся, не договорятся, друг другу навстречу не будут идти, этот вопрос будет. Это вопрос по всей России сегодня. Сегодня... То есть представители Назрани действительно как бы обоснованно говорят о том, что мест нет. Да, обоснованно говорят. У нас, когда мы территориальную схему, которая разработана в Республике Ингушетия, мы ее читали, смотрели, она вывешена на официальном сайте Министерства природных ресурсов Республики. Там в самом территориальной схеме самой прописано, что очень мало мест накопления отходов. По закону полномочиям муниципалитету относится создание и содержание мест площадок накопления отходов. Они должны создать... Полигонные места? Не, накопление отходов, площадки. Создать, обустроить и передать оператору. Оператор в соответствии с графиком, который он отдает муниципалитету, они согласовывают, обязан вывозить. Вплоть до того, пометать он должен. Сегодня оператор говорит, что мы не успеваем возить, потому что население... то, которое не заключили договора, они, как привыкли обычно, люди едут утром на работу, они где-то по старой привычке привыкли, где у нас есть еще советских времен места, они туда возят и туда сбрасывают. У меня один вопрос. Вот региональный оператор, прежде чем стать региональным оператором, об этих проблемах не знал? Я надеюсь, знал. Сегодня еще один вопрос. Мы за последние 2 года очень много административных штрафов наложили на региональный оператор. У нас в этом году плановая проверка в июле месяце. Это региональный оператор, это не только вывоз, у них там еще и полигон. Вопрос в другом. Сегодня, когда муниципалитеты жалуются, что не вывозится, просто жалоба это, потому что мы вывозим, говорим, отдайте схему, дайте, когда не возили, дайте график. Нету. Потому что просто сказать не вывозим, я понимаю, они говорят, мы же не можем накапливать, мы поэтому подключаемся, мы сами вывозим, вот как Карбула говорит. Я их понимаю, но пока по закону не начнем делать вот это, как глава республики сегодня говорит, сегодня вот это, я на встрече прошел, я вот из-за того, что людей не будет, давайте по закону. За что отвечает оператор, мы его будем наказывать. За что муниципалитет, мы будем правительство писать. Сегодня до главы, в принципе, мы довели информацию, что мест нету. Сегодня вот вы правильно говорите, что мы не должны ходить. Если вы определяетесь, что у вас с индивидуального жилья договорные отношения напрямую, тогда надо как бы объяснить людям, что тогда не возмущайтесь, когда к вам придут штрафы. Я имею в виду, как бы сход сделать, собрать людей. Я имею в виду, я не сходы, там, депутаты, это надо доводить до людей. Сегодня вот сейчас звонила, я, в принципе, понимаю эту женщину, она с чистым миром заключила 2 года договор, она оплачивала, ей возили, она не виновата от того, что чистый мир сегодня не договорился с региональным оператором, потому что чистый мир или другой Эколайф, они обязаны
после того, как выбрали региональный оператор, заключить договор. Они просто операторы. И они должны были передавать, что в таких-то местах мы вывозим, мы обслуживаем. Этого не было. Это уже вопрос двух хозяйственных субъектов, а страдают люди. Людям таким, которые которые очень много поступают, они должны просто прийти, я надеюсь, и региональный оператор понимает, потому что мы, прокуратура, подключимся, они должны объяснить, что так и так. На сегодняшний день жалоба поступила и к нам, к прокуратуре, обращение было от экосистемы, что «Чистый мир» занимается без заключения договора с ними. Мы выезжаем, проверяем, да, такое есть. «Чистый мир» жалуется на региональный оператор, что они не дают нам волну. Мы выезжаем, они говорят, мы выставляли. Сегодня, я же говорю, сегодня у нас в республике именно мусорная проблема, то, что каждый хочет на кого-то взвалить, да. А сегодня, пока все не сядем, А страдают простые люди. Да, я говорю, мы будем наказывать. Роспотребнадзор будет наказывать муниципалитет. Минпрод будет сейчас лишит этого регионального оператора статуса. Вы нового... Может, то же самое начнется? У нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да. Сергей Николаевич, можно вопрос по этой передаче? Вот, смотрите, в Гамурдиево вас ящики, а вот я идти-то, ящик халидажда, ехайте, шокопакет, а вот почему, да, там мероприятие, а мы елча, мол, ежели горгана, бяка, мучхол каждый бяк, мучхол шимбета, хабяка, янкишки, так когда через, а ехай, а вот я пакет, дата суту, гждо, бал, ситуации мы сховывается, фудидесы, с родителей, езерсо. Баркал, мы вас услышали. На самом деле, да, очень часто люди говорят о том, что не хотят забирать этот мусор. Я думаю, знать бы, кто его обслуживает, если региональный оператор, я думаю, что это не должен быть вообще вопрос по этому вопросу. Ну, то есть в договоре, либо если они не хотят этот мусор забирать дополнительно, значит, должны были под каким-то пунктом написать, да, что вот дополнительно мусор. Я надеюсь, даже до этого не надо доводить. Я думаю, с работниками надо определиться, что эти 2-3 пакета... Как быть этим людям, которые сейчас звонят? Обращаться, если по закону, конечно, написать жалобу. Обратиться сначала, наверное, в компанию, в которой обслуживается, правильно? Написать, что вот такая ситуация. Я думаю, я надеюсь, что они навстречу пойдет, потому что это небольшая проблема. Если вот такие они навстречу не пойдут, то, конечно, вопросы будут. Адам, вот вы часто выезжаете по городам, по сельским поселениям. С какой проблемой сталкиваетесь чаще всего? Если по нашей теме, которую мы обсуждаем, чаще всего это переполненные контейнерные площадки, навалы отходов мусора, это все остается, это и есть. Но я хотел с годами картина не меняется. Все-таки ответить на те вопросы, которые сейчас услышал, да? Все равно есть такой вопрос. Касаемо того, что контейнерных площадок не хватает на территории. Как сказал заместитель главы администрации города Назрань, в частном секторе контейнерные площадки ставить никто не будет. По одной простой причине. Минимальное расстояние контейнерной площадки 20 метров. Где мы видели дом, где можно поставить 20 метров, между двумя домами вы их не поставите. В частном секторе региональный оператор увозит отходы либо по индивидуальным контейнерам, либо пакетам, если пакетированный сбор. Согласно, вот я могу сейчас ошибиться, но, по-моему, постановление правительства Российской Федерации 483, согласно которому эти отходы увозятся при пакетированном сборе в пакетах. Есть индивидуальные контейнеры, которые предоставляются региональным операторам, так и написано. 0,1% от дохода регионального оператора, не только от дохода, от необходимой валовой выручки регионального оператора, он должен тратить на приобретение этих контейнеров и этих пакетов. Это первое. Второе. Касаемо контейнерных площадок на территории МКД, многоквартирных домов и организаций. Любое здание, которое мы строим, любой объект, любая квартира, квартирный дом, проектная документация в обязательном порядке должна предусматривать контейнерные площадки, то есть и сколько контейнеров там должно быть, в зависимости от людей, сколько человек там будет проживать. Рассчитать необходимо. Да, должно быть рассчитано это все. Сегодня проблема не только в квартирных домах, где все-таки эти контейнеры стоят, да, они переполненные стоят. В частном секторе эта проблема тоже есть. Вот женщина сегодня позвонила, что ей направили уведомление о том, что нужно заплатить 4000 рублей. В свое время, когда вот эта система начиналась, я тогда и представителям регионального оператора говорил о том, что
Как нужно вести эту работу? Региональный оператор размещает договор, публичный договор на официальном сайте и в средствах массовой информации. Размещая этот договор, в течение 30 дней жители должны прийти и заявиться о том, чтобы вот уже реальный договор с ним заключить, подписать. Если они не заявляются, то в течение, если я не ошибаюсь, 40 или 50 дней договор считается заключенным с региональным оператором. Далее региональный оператор вывозит отходы, то есть фактически оказывает услугу. Вот после того, как он начнет фактически оказывать услугу, вот после этого он уже направляет уведомление жителям и собирает, скажем так, о том, что необходимо платить за эти услуги. Конкретно вот этот случай с «Чистым миром», да, «Чистый мир» не является оператором по обращению с отходами. Ситуация как бывает? Вот мы отобрали регионального оператора, он должен провести аукцион, отобрать операторов по обращению с отходами. И эти операторы только имеют право осуществлять сбор и транспортирование отходов. Но что касается вот по случаю вот с этой женщиной, как я сказал, платить необходимо за фактически оказываемые услуги. Если фактически эти услуги не оказывались, за них платить никто не должен. Для того, чтобы всем подряд направлять уведомления о том, что необходимо платить, региональный оператор должен обеспечить полный вывоз отходов и качественное оказание услуг на территории республики, чтобы вопросов не возникало: у меня вывозит, у меня не вывозит, там работает «Чистый мир», здесь работает «Чистый регион», здесь работает третий, вот этого чтобы не было. Вот эти 3 пункта на те вопросы, которые все-таки сегодня прозвучали. И что касается создания, опять же, контейнерных площадок, вот вы заявили о территориальной схеме обращения с отходами. Да? В частном секторе у нас в нашей терсхеме нет контейнерных площадок. Там есть адреса. Адреса, потому что нужно поставить эти индивидуальные контейнеры. Это первое. Второе. Если вам нужно создать контейнерную площадку и включить ее в территориальную схему, есть такой порядок, как вы выявляете места, где нужно поставить контейнерные площадки, и направляете уведомление в администрацию, орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления рассматривает ее, включает в реестр контейнерных площадок и направляет нам обращение с просьбой включить эту контейнерную площадку в территориальную схему. И далее создает эту территориальную схему. Вот мне интересно, региональный оператор, к примеру, городу Назрань, уведомление о том, что им нужно поставить вот здесь и вот здесь контейнерную площадку, направлял? О необходимости количества контейнерных площадок, да, но именно где здесь и где места это не были приемлемо, обозначены, да? места обозначены не было. Но мы совместно с региональным оператором, вот как предлагает коллега, мы не раз садились за стол, имеем определенные соглашения. Мы работаем с региональным оператором и определили дополнительно увеличить те, которые существуют, контейнерные площадки, и добавить еще контейнерные площадки, там где это возможно. Но в частном секторе, насколько я это понимаю, это неприемлемо. В частном секторе. В многоквартирных домах, да, там это возможно, там это увеличение будет, и при возможности будет дополнение. Поставьте, пожалуйста, мусорные баки по улице Московской. Когда ты туда не выйдешь, всегда этот мусор, переполненные мусорные баки, и этот мусор стоит Московская, на земле. Это не собственники домовладения многоквартирных домов. Мы знаем, что из частного сектора тоже, да, привозят. Их машинами туда Может привозят. быть, все-таки следует еще больше туда установить эти баки мусорные, да. Ну, а что делать? Картина нелицеприятная. Я только что сказал, что региональный оператор направляет уведомление в администрацию, где нужно ставить контейнерные площадки. Сели, поговорили, решили, здесь нет, здесь есть конкретный порядок. Вот этот порядок надо соблюсти. Если у вас есть уведомление регионального оператора о том, что он попросил поставить контейнерную площадку на такой-то улице, на таком-то участке, и вы его не выполнили, это требование, если его хотя бы нет в реестре контейнерных площадок администрации, это нарушение. Были ли, все-таки я задаю вопрос, официальное уведомление, вот поставить контейнерную площадку вот на таком-то адресе? Не было. В многоквартирных домах, да, мы там работаем. Официальное уведомление было да. поставить? А в частном секторе не было. Вы поставили? Многоквартирных? Да. Да, увеличение было. Было. Значит, да. Там хватает уже контейнерных площадок. Вот по Насыркорту многоквартирных домах образованы по обращению регионального оператора дополнительные участки. Сегодня их достаточно? Нет, недостаточно.
анализ показывает, что недостаточно. Ну, давайте к этой теме, наверное, вернемся чуть позже. Хотелось бы вот о чем поговорить. В Сунже увеличивается... Я извиняюсь. Да. Опять же, почему их недостаточно? Я говорил проблему только что. Почему их становится недостаточно? Для самих жителей многоквартирных домов их достаточно. Но есть и привозной мусор, который привозят и выгружают именно на эти контейнеры. И за счет того они становятся недостаточными. Вот про это я говорю. Если их достаточно для жителей этого квартирного дома, проект так и разрабатывается для этого дома, то если организовать работу в частном секторе, откуда все-таки привозятся эти отходы, если охватить республику полностью, то смысла их завозить туда жителям не будет. Что касается вот этих уведомлений, которые направляют, я много об этом говорил в свое время. Фактически начните оказывать по всей республике услуги, и сразу же направлять его. Такая нужда вывозить этот мусор, многоквартирные дома, площадки, она просто перестанет быть. То есть никакой нужды не будет, если тот же или иной оператор придет к частному домовладению своими договорными обращениями именно по адресу, то ему никакой нужды вывозить этот мусор, выставлять куда-либо, нету такого. Необходимости уже не будет, да? Абсолютно точно. Да. Так, следующая тема касается города Сунжи. В Сунжи увеличивается антисанитарная зона. На улицах Менделеева, Завражье, возле стадиона Аздоева организованы стихийные свалки. Давайте посмотрим следующий видеоматериал. Биологические и строительные отходы, пластиковые бутылки и личные вещи заполонили периметр карьера бывшего кирпичного завода на Менделеева. Этот беспредел, как объясняют местные жители, продолжается на протяжении года. В округе жилые дома, многоквартирные здания и мечеть. Духовенство не в силах повлиять на бросающих мусор, где попало. Кто-то так легко загрязняет окружающую среду и, по сути, свой родной город. Вопрос стал поводом для обращения неравнодушных жителей в местную администрацию. Жалобщиков было много, но удовлетворить просьбы жителей они не смогли. Самые отчаянные жители не сдавались и обратились уже в экологическую службу, которая неоднократно до этого выносила предупреждение администрации города. Теперь они намерены прибегнуть к более суровым наказаниям. Впрочем, это не единственная точка с мусорной свалкой в Сунже. На улице Завражье отходы раскиданы на километры. Живущие вблизи люди продолжают сбрасывать мусор прямо в русло и не думают о последствиях. Такая же картина наблюдается и возле спортивного футбольного клуба Аздоева. Здесь гектары земли покрыты мусором. Местное самоуправление просто игнорирует проблему. Нежелание пользоваться услугами мусороотвода в итоге приводит к экологическому кризису. Только вот соответствующие органы власти не собираются просто наблюдать за беспределом некоторых граждан. У администрации уже есть план по ликвидации несанкционированных свалок. Ахмед, расскажите, что у вас там происходит? Как мы поняли по этому сюжету, что это свалки уже давно находятся. Но там никто не говорит, что мы эти свалки убираем. Буквально Адам Белогликова увидели недавно, да? И сейчас какое состояние там. Это мы убрали его. Мы, это наши люди, администрация убрали. Это буквально вот насчет этого стадиона уже третий день вывозится мусор оттуда. Так годами уже годами, эти да, свалки это все сразу не сделается, да. Мы начали убирать там. И вы как заметили, там в основном строительный мусор. И в любом случае убрать его придется. Ну, конечно, в этой ситуации мы должны призвать к сознательности жителей города Сунжи. Ну, призываем, но некоторые люди, они этого не понимают. Вот они пришли, даже не сумкой пришли, это пришли КамАЗы, высыпали. Кто-то, эти соседи, которые рядом живут, они, небось, видели, как это высыпает мусор. И никто не подошел, не сказал, почему высыпают, хотя бы под их носом было. А здесь они жалуются, говорят, да, вот тут вышел, мужчина стоит, жалуется. А почему он не посмотрел, как выкидывали? Это же не одна машина была там десятки машин. То есть в случае чего им необходимо обратиться в местную администрацию? И в местную администрацию есть у нас и участковые есть, там номера машины записать, снять сейчас у каждого телефон в кармане, взял, снял и прислал, уже будут их как бы наказывать будут уже. То есть снимаете не то? Конечно, он стоит, разговаривает, сними это, пришли, вот тот же, есть же, да, органы, которые этим занимаются.
А то, что свалки ликвидируются, да, потихоньку ликвидируются. Но сразу То есть работа в этом направлении у вас ведется, да? Ведется, да. Мы работаем вот с экосистемой тоже вместе, совместно с ними. Как Харун сказал, контактов надо. Мы контактируем. Буквально недавно, это было недели-две назад, у нас была рабочая встреча главы администрации Сапролива с их руководителями, с Магомедом Хамхоевым и с Ародом, где они решили, что буквально вот мусор, который мы, жители Сунжи, вывозят на мусоросвалку, на полигон, они снизили нам на 50 и на 60%. Если, цены, да? Да, это с Башкулсуанца, Халтбулхан. Потом по улице Харланова, Менделеева мы выезжали с Магомедом туда, с руководителем, показали места для площадок для этих мусорных баков. Буквально они скоро должны уже там уже начнут ставить там. С ними работа ведется, и они работают тоже. Яхья, вот насколько влияет... Еще хотел сказать спасибо Аллаху, что буквально от Хаджри, они буквально, мы их попросили, глава попросила поставить там новые мусорные баки. Буквально в течение 1,5 часа они были установлены там вместо старых. Яхья, теперь вопрос к вам, наверное. Как часто вы вот с такими мусорными свалками сталкиваетесь, и насколько они влияют на здоровье человека? Конечно, хотелось бы сказать, что вот с такими крупными скоплениями отходов мы не часто сейчас сталкиваемся, так как у нас уже определились и региональные операторы, и мусор централизованно вывозится на один полигон. Практически в республике у нас действующий один полигон, и со всех населенных пунктов как бы уже эти места, так мы назовем, для сбора мусора уже не действуют. Ну, такие случаи есть, такие факты есть. В ходе наших рейдовых мероприятий по обращению граждан нами эти места выявляются, конечно же. Конечно, сразу же хотелось бы отметить, что негативно будет влиять. Мы видим, что расстояние от жилого сектора, в принципе, там недалеко. И как мы знаем, у нашего населения у нас есть и скот свой, да, домашние животные. Туда могут выйти дети поиграть, да, от скопления этих отходов. Там не только санитарно-гигиеническое, но и физические какие-то там травмы могут получить дети, если там начнут там играться. Конечно же, эти вопросы, решение этих вопросов должно быть незамедлительно. Реакция местных властей, управляющих компаний должна быть незамедлительной. Конечно же, эти места должны ликвидироваться. Если такое будет продолжаться, с нашей стороны уже будут накладываться и административные штрафы, так как известно, там суммы не маленькие, лучше местному самоуправлению или управляющей компании эти деньги направить на ликвидацию этих отходов, чем платить нам штрафы. Я думаю, как уже отметил и помощник главы администрации, этот вопрос будет решен. Мы со своей стороны будем контролировать решение этого вопроса, будем совместно как-то решать этот вопрос. И то, что касательно, да, действительно, если там люди рядом живут и видят, как сбрасываются эти отходы большегрузным транспортом, им никакого труда не составит просто подойти и сделать замечание. 1 раз сделать, 2 раза сделать. Если люди не реагируют, просто, как уже отметили, сфотографировать номер этой машины, передать в компетентный орган или просто передать в администрацию. Администрация уже и участковому передаст, и прокуратуру передаст, и нам передаст. И мы уже будем со своей стороны наказывать этих людей, которые занимаются этими неправомерными действиями. Но будем надеяться, что вас услышали. Давайте примем телефонный звонок. Алло, здравствуйте, говорите. Мы вас слушаем. У меня такой вопрос. Я живу по улице Сулейменова в городе Назрань, и у нас несколько дней не вывозят мусор. Просто я бы хотела узнать, в чем причина и что нам необходимо для того, чтобы этот мусор вывозился. А кто ранее обслуживал? ЖКХ. Каждое утро подъезжала эта машина, и у нас каждое утро забирали этот мусор. А сейчас несколько дней уже пакеты у нас накопились, и мы не знаем, что делать. Что нам нужно для этого, чтобы этот мусор вывозился. Мы вас услышали, но, наверное, все-таки связано это с тем, что с 1 марта уже вывозом мусора занимается непосредственно региональный оператор, который не вывозит мусор. Что происходит? Дело не в том, что мы не вывозим, просто мы поменяли там графики, скорее всего, человек не знает эти графики. Так мусор стоит на улице, при любом графике его уже можно забрать. Ну, с частного сектора он вывозится 2 раза в неделю, примерно в тот день, когда раньше примерно выставляла в 1 день, если в этот день машина не приехала, человек, соответственно, свои отходы обратно забирает в дом. Поэтому
Мы находимся в помещении коммунальное 3А. Просим подойти, и все нарушения будут устранены. Харун, вот вы говорите всем людям: подходите к нам, подходите к нам. Телезрительница говорит о том, что выставленный мусор уже он собирается. Значит, его много. Значит, она просто доносит туда, докладывает его, а его не забирают. Ну, ясное дело, что никто подходить не будет. Но давайте говорить как есть. Вот необходимо, наверное, все-таки выезжать и на местах эти договора заключать. Вам не кажется? Нет, мы выезжаем и на места, и именно с физлицами у нас в основном этот договор имеет публичную форму, поэтому вот сам факт того, что получили уведомление. Зачем получили это уведомление? Это, естественно, донос информации до людей о том, что необходимо заключить эти договорные отношения. Речь идет не о том, чтобы сделать взыскание, а довести до людей эту информацию, потому что на сегодняшний день нам приходится делать работу о том, чтобы довести эту информацию, потому что мы старались и через телевидение, через администрацию говорили о том, что нельзя заключать договорные отношения с другими операторами, хотя это не наши компетенции, это не наши обязанности, но все-таки мы это все делаем, поэтому... То есть я, знаете, что пытаюсь сказать? О том, что, допустим, возьмем этот же «Чистый мир». Они выезжали на дом и заключали с людьми договор. Люди, как бы, возможно, в силу своей занятости выезжать к вам и заключать на местах договор, наверное, процент мизерный будет. Знаете, в таком случае у нас вся эта информация есть на сайте. Нельзя на сайте есть номера. Да, действительно, я понимаю, если вы не дозвонились с первого раза, можно позвонить второй раз. Ну, вдруг звонок на ожидании. Мы, наверное... Вам, представитель регионального оператора не понимает, вам объясняет, это же ваш бизнес, вам надо, ну, как бы это сказать, вам за ними заинтересованы надо, быть, наверное. В любом случае, пока переходный период, увеличьте штаты, как бы больше с населением работать, выходите по адресам, обходите, говорите, объясняйте, потому что вот я как сегодня Муса как сказал, вы с 1 марта Назрань, да, это же самый большой территория, самое большое население. Пока переходный период, вот сейчас вы отвечаете, гражданки, говорите, что у нас поменяли график. Ну, вы пока люди не поймут, вы свой график под них подстраиваете, наверное, лучше будет вот так. В любом случае, я считаю, потому что жалоб будет и Роспотребнадзор, и мы же вас наказывать будем, мы же не будем смотреть от того, что ваш график. Я все понимаю вас, но я имею в виду, чтобы сегодня... Идите навстречу да, жителям, конечно, да, вы говорите? Нам в любом случае... Мы работаем для населения, я считаю. Поэтому, а вы бизнес, да, но вы идите навстречу. Для населения, которое платит. По этим же контейнерам рассрочку давать. Или же в любом случае отдайте их бесплатно. В любом случае со временем вы же оправдаете. Чем больше у вас абонентов, тем больше у вас же оборот будет. Идите навстречу, я считаю. И второй вопрос, вот по репортажу я так заметил, там очень много строительного мусора. Кто слушал прямой эфир с главой, он же этот вопрос озвучил. Мы для себя это записали. У нас очень много строительных компаний. У нас полигона нет, куда возить строительный мусор. У нас как привыкли раньше? Какой-нибудь заброшенный карьер, куда-нибудь где-то надо подсыпать. Вот люди, как бы строительные фирмы, туда. Мы со своей стороны, те объекты, которые подпадают под федеральный, мы в любом случае будем сейчас выяснять, они негативку платить должны. Да, 5 класса, у них в проекте это заложено. Мы со своей стороны тоже в рамках планового, не планового. Это как бы и двойной плюс, там это пополнение бюджета, потому что 100% платы за негативное это в республику, это 40% республиканский бюджет, 60% это бюджет муниципалитетов. Муниципалитеты у нас жалуются, что денег нет. Вот вам. Когда у вас на вашей территории, вы знаете, строятся школы, садики, они сперва разбирают, да? Возьмите на контроль, узнавайте, сообщайте Минпрода нам, чтобы мы выезжали, мы заодно они платить должны за это бюджет. И второй, куда они это девают? Потому что они это бросают. Вот они 2-3 КАМАЗа это строительно бросили, следующие идут уже и пакеты начинают туда же бросать. Чтобы обратили на это внимание. Мы со своей стороны обязательно на это будем обращать внимание. Ну и просьба муниципалитетам. Не только такого, но и строительного. Осман, скажите, вот на вашей территории есть какие-нибудь проблемы? Везде есть, но не может быть, что у вас нет. Салам алейкум, Саригашин. Мягкой. Конечно, проблемы они есть везде, они будут.
потому что у нас есть региональный оператор, который занимается непосредственно вывозом твердых бытовых или таких мусоров. Но если не будет самосознания населения, я скажу так, порядка мы можем каждый день не менять этого оператора, но босс не будет там, потому что если само население не одумается, не подумает, что когда попало, где попало, выносить мусор, выставлять, это неправильно, этого не должно быть. Есть графики, например, я проживаю город Сунжа, да, например, я знаю, что идеально, я не хвалю здесь никого, просто я знаю, что вот на моей улице 2 раза в неделю вывозится мусор. У меня никогда не было проблем. До того, как они пришли, да, у нас, естественно, был ЖКХ, который этим занималась. Перебои были у них, конечно, но сейчас эта ситуация, на мой взгляд, она сейчас идет на поправку, поэтому мне хочется еще раз попросить население, чтобы соблюдали график выноса мусора этого. Тем более они знают, в какое время у них забирают мусор. Может быть, у меня это меньше проблем, потому что мы живем на территории, имеется в виду полигон, куда вывозится мусор, она буквально рядом находится у нас со станицей, в районе, в Сунжском районе есть земли сельских поселений Нестеровская. Да, мы в курсе, да. Да, в курсе, я знаю, может, не все в курсе, но поэтому, может быть, у нас это чуть меньше. Но в селах у нас этой проблемы нет. Если я скажу нет, это совсем будет неправильно, но бывают перебои, но тем не менее мы справляемся. Я считаю, что нужно просто оказаться действующему оператору. Это обязательно, это имею в виду, оказать содействие и администрации, и населения, и общественность, для того, чтобы мы избавились от этих проблем. Уважаемые граждане, очень прошу. Тем более сейчас времена у нас, мы знаем, первый месяц Язхаер, Мах и Беттаж, я имею в виду, месяц Рамадан рядом, буквально мы его встретим, буквально месяц-полтора осталось срок. Поэтому, я думаю, с любой ситуацией мы справимся, но если, конечно, мы подойдем к этому ответственно, и оператор региональный, который занимается этим, и население, которое проживает на территориях. Баркал. В Карабулаке на центральных улицах установили новые мусорные контейнеры. Борьбу со стихийными выбросом отходов взяла на себя администрация города. Ранее это входило в обязанности регионального оператора «Экосистема». Давайте посмотрим следующий видеоматериал. Муниципальные власти Карабулака предпринимают всевозможные усилия, чтобы переломить ситуацию с мусором и улучшить состояние города. Казалось бы, этим вопросом должен заниматься региональный оператор, но очевидно, что-то пошло не так. Поэтому и пришлось местным властям брать инициативу в свои руки и очищать город как от бытовых, так и строительных отходов. На место старых железных мусорных баков емкостью 450 литров появились вот такие новые пластиковые, рассчитанные на 1100 литров. Это во многом облегчило работу местных коммунальщиков, да и сами жители рады таким положительным изменениям. Ведь теперь даже мучные изделия можно бросать в отдельные, предназначенные для этого баки. Несмотря на то, что все действия в городе записывали камеры видеонаблюдения, все же находились те, кто выбрасывал мусор в неположенном месте. Но сейчас, надеются местные власти, с установкой новых 20 контейнеров на 10 центральных точках города эта проблема останется в прошлом. Государственными инспекторами Минприроды региона проведены рейдовые мероприятия во всех муниципальных образованиях, где были выявлены случаи переполнения мусорных контейнеров и загрязнения прилегающих площадок. По данному факту региональный оператор был привлечен к административной ответственности. Азраил, вот что происходит в вашем городе, почему региональный оператор не справлялся со своими обязанностями? Почему не справлялся, я не смогу ответить, но у нас в администрацию поступало очень много обращений от граждан, что улицы у нас замусорены, мусор не вывозится. Да, действительно, при выходе на центральные улицы были
случаи, когда уже, можно сказать, стихийные свалки образовывались, ну, пакеты. Вот мне сейчас, пока мы тут обсуждали, было очень интересно пояснение представителя Минприроды Адама, что региональный оператор может организовать вывоз мусора, подворный вывоз мусора, пакетированный или же с индивидуальным баке, с индивидуального бака. Мы неоднократно с руководством проводили встречи с участием представителей регионального оператора и с представителями нашей администрации, проводили рейдовые мероприятия по подворному обходу с просьбой о заключении договора с региональным оператором. Также мы им предлагали, что нами будет представлен индивидуальный бак для частного домовладения, но с подачи регионального оператора. Мы много раз эти вопросы обсуждали, но не приходили к единому мнению. Мусор скапливается почему? По моему мнению, потому что с частного сектора мусор своевременно не вывозится. Соответственно, население его выставляет или же на центральной улице, где они предполагают, что силами муниципальных властей, или же других органов, или же там надзорники заставят, мусор вывезут. Да, соответственно, чтобы санитарное состояние города у нас было удовлетворительно, мы с подключением своих сил, с подключением управляющей компании, с привлечением дополнительной техники, на сегодняшний день мусор мы сами вывозим. И в периодичности 2 раза в день, утром и вечером. Это что касается частного сектора. Что касается с территории многоквартирных домов, у нас на 10 контейнерных площадках установлено, как мы видели с сюжета, больший объем, установлены новые баки. Да, соответственно, у нас там картина улучшилась. Но, опять-таки, если в неделю 2 раза вывозить, эти баки тоже не способны принять такой объем мусора, который на сегодняшний день население туда приносит. Не только те жители многоквартирных домов. Если бы эти мусорные контейнеры заполнялись бы только жителями этих многоквартирных домов, то, конечно, это, можно сказать, и в неделю 2 раза вывоз был бы достаточно. Но в связи с тем, что у нас частный сектор и сектор многоквартирного жилого фонда, он как бы в перемешке находится. И, соответственно, с ближайших улиц в вечернее время и мешками, и тележками туда подвозится мусор. И, соответственно, к утру эти мусорные контейнеры бывают переполнены. Я, как понимаю, нужно вывозить мусор по мере накопления, а не по каким-то определенным графикам. Если мы будем ссылаться на тот график, то, соответственно, у нас и санитарное состояние портится. Мы даже у себя в городе установили IP-видеокамеры для того, чтобы бороться с этими... Да, мы ранее освещали, действительно, вы мы устанавливали, по-всякому пытаетесь. Мы устанавливали личности этих людей, привлекали их к административной ответственности. Это кропотливая работа, чтобы установить личность человека там, по фотографии или по номерам автотранспортных средств. Это очень большая работа, но тем не менее мы эту работу делали, чтобы как-то переломить эту ситуацию. Да, у нас в городе сегодня уже, как бы можно сказать, санитарное состояние удовлетворительно. Но как только мы приостановим вывоз мусора своими силами, этот же коллапс, как и в других городах, районах, этот коллапс у нас будет. Это нужно буквально 2 дня приостановить вывоз мусора. Эти накопления будут, эти пакеты будут, эти улицы будут в мусоре. Так что ситуация у нас не лучшая. Алихан, расскажите, вот успеваете вывозить мусор, да, который накапливался? Салам алейкум. Вот ранее региональный оператор как бы не справлялся с этой работой. Да, вы подключились или все-таки вы сейчас единственные представители, которые вывозят мусор? В данный момент, да, мы с центральных улиц, с МКД, с частного сектора вывозим мы мусор. Наша управляющая компания. Угу. По мере накопления? Да, по мере накопления вывозим мы мусор. Мы мусор вывозим ежедневно, 1 раз в день. Иногда 2 раза в день вывозим. А вы как-то с жителями общаетесь? Знаете, когда, вот в какой частный сектор или многоквартирный? Мы экосистеме тоже передавали всю нашу абонентскую базу. Угу. График десятилетиями, который вывозился мусор с Карабулака. Но, однако, результата не было. Нам пришлось подключиться, свою технику, рабочую силу. А в чем проблема на сегодняшний день? Есть какие-нибудь проблемы? И если есть, то в чем они заключаются? В данный момент у нас нет проблем в городе, имеется в виду в санитарном состоянии. Угу. Азраил, скажите, вот эти камеры видеонаблюдения, которые были установлены в вашем городе, мы как-то ранее снимали, действительно, они какие-то плоды приносили.
Вот люди меньше стали выставлять мусор на дорогах, на центральных улицах города, или не поменялась картина? Ситуация такая двойственная. Те люди, которые к нам завозили на технике мусор, на автотранспортах, они как бы с близлежащих населенных пунктов, в основном там проводили мониторинг именно чьи транспортные средства попадают на камеру. Это Плиево, это Яндери, это близлежащие населенные пункты, которые завозили. Да, соответственно, завоз у нас, как бы можно сказать, меньше стал. Но наше население-то, оно никуда не делось. Это же население, оно на центральной улице мусорные пакеты свои выставляют. Мы их вечером убираем, утром пакеты стоят. Утром убираем, опять вечером мусорные пакеты стоят. Но в течение светового дня у нас более благоприятное санитарное состояние. Ну что ж, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Я благодарю вас за то, что нашли время, ответили на все наши вопросы. Мы будем надеяться, что со временем вопросы о том, что мусор вовремя не вывозят, все-таки станет намного меньше. У меня на этом все. Оставайтесь на Национальном.